Деньги – это ресурс, как и любой другой, как время, как здоровье, благодаря которому можно творить. Но деньги – это марафон? Мы, получается, пропустили вот этот момент передела советского наследия. Мы не пропустили, нас не допустили. Предпринимательство, оно подразумевает постоянное какое-то развитие, движение вперед. А это то, чего постоянно не хватает. Нам не хватает движения вперед? Однозначно. Человек, который не выполняет свою обязанность по выплате закята, есть вопрос вообще к принятию его садаха тоже. Когда женщина начинает зарабатывать больше мужа, то есть вот здесь возникают уже проблемы. Наше изменение ценностей будет ли влиять на бизнес? Однозначно будет. Салям алейкум, Айдарбек. Алейкум. Чох сагуну за то, что согласились поучаствовать в нашем проекте, да, и выделили время в вашем плотном графике. Давайте поговорим сегодня о крымско-татарском бизнесе, предпринимательстве, о том, каким он стал за это время, скажем так, да. А начать я хочу с вопроса, чем для вас являются деньги? Деньги – это ресурс, как и любой другой, как время, как здоровье, благодаря которому можно творить. И в то же время это является испытанием, потому что деньги, они любят движение и время. И чем больше время ты уделяешь этому, есть возможность просто уйти полностью в него. Да? То есть не потерять себя, здесь главное. Но деньги – это марафон? Да, постоянно. Постоянно? То есть есть такой принцип в бизнесе, да, или ты растешь, или умираешь. То есть ты должен постоянно развиваться, что-то менять, изменяться и расти. Если этого нету, все. Понятно. Вообще говоря о крымско-татарском предпринимательстве, я понимаю, что очень много изменилось скажем так, за то последнее время, которое мы проживаем вот в эти дни, да, и есть такая статистика не так, скажем так, не столь далеких лет, да, которая говорит о том, что крымско-татарский народ в основной своей массе это народ предпринимателей, да. Для этого есть масса всяких обстоятельств, которые с нами случилось и в 90-е годы, да, и когда мы были вынуждены заниматься предпринимательством, и много других социально-политических там контекстов, да, которые определили наше положение в обществе, но это означает, что мы теперь, скажем так, народ предпринимателей? Или у нас есть еще какой-то статус? Статус, что вы имеете? Статус, что мы можем себя проявлять не только в бизнесе. Можем, однозначно, и проявляем себя. И много примеров этому есть. Предприниматели, да, в силу того, что социально-экономической обстановки и политической, в том числе, мы вынуждены были стать народом предпринимателей. Действительно, среди крымских татар много предпринимателей, успешных кейсов. Я думаю, это как исторический контекст. Обусловлено этим, да? Обусловлено этим. Это хорошо или плохо? Хорошо. Это хорошо, однозначно. Да. В первую очередь, то, о чем вы говорите, это своего рода история развития нашего предпринимательства в Крыму. Нужно начать с того, что стартовые условия у крымского татарина-предпринимателя и у местного были изначально неравными. Мы как раз попали на период перехода в Советский Союз, государства Украина, да, и приехав сюда с каким-то капиталом, наши отцы, они в первую очередь задались вопросом обустройства, строительством домов и так далее. И имеющийся капитал, который при других условиях можно было вложить в бизнес, открыть какое-то предприятие, производство и так далее, это все инвестировано в строительство домов, покупку участков за баснословные деньги. Цены были раздуты нами же самими за счет спроса. Да, спрос предложения определяет цену. Поэтому изначально и мы, получается, пропустили вот этот момент передела советского наследия. То есть когда большие предприятия просто... Мы не пропустили. Нас не допустили. Можно так сказать? Можно по-разному назвать это, да. С учетом того, что нас здесь не было изначально, и мы просто не были вправе участвовать в этом, да. То есть мы не занимали соответствующие должности, не занимали, потому что чтобы участвовать в этом, ты должен был быть на какой-то советской системе, в Крыму, находиться на какой-то должности.
И поэтому, то есть, стартовые условия были изначально неравными, поэтому, как бы, построив дома, как-то обустроившись, люди уже, ну, без капитала заходили в те ниши, в которые можно было зайти с небольшим капиталом. А это то, как раз о чем вы говорите. То есть это там плов, строительство, ну, где вот просто можно быстро деньги заработать. И в основном эти ниши нами и занимались, да. Но по мере, как бы, развития наращивался капитал у людей, да, то есть мы росли, как бы, у нас опыт прибавлялся в плане ведения бизнеса, какой-то материальный достаток тоже рос у людей, и поэтому, как бы, возможности создавать что-то более крупное, более масштабное тоже у людей, как бы, появился. Но да. мы вышли за пределы вот этих сфер, привычных для нас сфер бизнеса. Отчасти мы там остались, просто мы деформировались, да, то есть вышли на более высокий уровень за счет того, что, ну, время тоже не стоит на месте. То, что было, например, приемлемо 15-20 лет назад, уже неприемлемо, да, то есть уже и клиент поменялся, он уже не приемлет это, у него требования выросли, да, то есть то, на что раньше закрывалось глаза, уже на это не закрывается глаза, и ты просто не будешь неконкурентоспособен в новых реалиях. И поэтому они вынуждены меняться, если они не меняются, они, ну, закрываются или умирают. Предпринимательство, оно подразумевает постоянное какое-то развитие, движение вперед. А это то, чего постоянно не хватает. Нам не хватает движения вперед? Однозначно. Да. Да. И сегодня предприниматели являются вот теми, скажем так, драйверами этого движения или нет? Являются и будут всегда ими, мне кажется. Именно предприниматели, они как бы задают, мне кажется. Тон? Ну, не сколько тон, потому что, как я сказал, это ресурс, да. Предприниматели, у них он есть, и в зависимости от того, насколько они активны и куда прилагают этот ресурс, там начинается, как бы, развитие, какое-то изменение. Угу. Среди крымских татар много предпринимателей. Это связано отчасти, ну, а-ля сиасет, то есть политическая наша конъюнктура, она тоже на этом отразилась из-за того, что, как бы, мы еще в украинский период были, как бы, такие более оппозиционно настроены, постоянно что-то требовали от власти, какое-то недоверие к власти было. Ну и со стороны власти тоже было недоверие к нам. И поэтому, как бы, крымские татары не очень хотели идти там занимать государственные должности в государственной структуре и так далее. Поэтому ну, они были вынуждены идти, то есть создавать что-то свое, как-то вот. Ну и сама ситуация, она, в общем-то, предполагала выход за пределы каких-то государственных учреждений, потому что экономическая ситуация тогда была не ахти, да, скажем так, да, и работа в какой-то структуре учреждения, оно не было финансово выгодно, учитывая потребности и необходимость обустраиваться. Да, ну плюс, когда ты работаешь в государственной структуре, ты становишься зависимым от государства, и ты вынужден, как бы, подчиняться, да, воле. А когда ты предприниматель или бизнесмен, или где-то работаешь там на себя, то ты, в принципе, независимый более-менее. Как бы ты можешь То есть совпало, да, и наша позиция как таковая, и ситуация вокруг, и отношения власть-народ. Да. Да. Это тоже, как бы, наложило свой отпечаток на предпринимательство, я думаю, среди крымских татар. Да, есть еще один момент. Мы как-то в студии Миркеза с нашими предпринимателями, у нас был такой один выпуск, мы общались с бизнесменами из разных сфер, абсолютно там был и туризм, и кофе, да, как продукт, и его продвижение. Вот, и возникла такая гипотеза, вернее, зафиксирована была такая тенденция, что крымские татары вот из этого своего первоначального такого статуса, скажем так, или состояния индивидуальных предпринимателей сегодня пытаются наладить вот такое партнерство, скажем так. Да. Сегодня якобы есть тенденция к тому, чтобы создавать какие-то предпринимательские коллаборации, делать какой-то партнерский бизнес и так далее, и так далее. Для меня, как для человека, который следит за всеми тенденциями в обществе, это очень интересная вообще тенденция, потому что это способность выстраивать какие-то горизонтальные связи, выстраивать коммуникацию абсолютно на разных уровнях. Да? Это и человеческая коммуникация, это и потенциал экономический, скажем так, наш. Да? Вы, как предприниматель, который вот крутится, вертится в этих кругах, наблюдаете такую тенденцию? Либо это вот частное какое-то мнение? Я знаю много кейсов партнерства, как успешного, так и не очень. Все зависит от людей, которые вступают в эти партнерские отношения, насколько они изначально могут выстроить вот эти договоренности правильно на берегу. Да?
их как бы предпринимательские способности в плане коммуникации, да, насколько они умеют выстраивать. От этого, в принципе, и зависит дальнейшая судьба этого партнерства. Как бы, если этого нету, то, ну, как бы, Сложно. сложно, да. Мгм. Ну, вообще, сами по себе партнерские отношения, они сложные. Но это путь для быстрого увеличения капитала. То есть если у тебя там недостаточно каких-то ресурсов для запуска какого-то проекта нового, то партнерские отношения как раз-таки и дают, чтобы избегать как раз-таки вот этих там кредитов для увеличения капитала, да. Партнерские такие отношения, они дают как бы халяльным образом увеличить капитал и стартануть, как бы, развитие. Насколько, если анализировать, да, сколько случаев вы знаете таких вот не очень успешных, скажем так, и почему они стали неуспешными, если анализировать эту историю неуспеха? Неуспех партнерских отношений – это в первую очередь о том, что изначально на берегу не договорились о ролях в будущем предприятии, кто за что будет отвечать и как потом будут делить прибыль. Ну, как бы, вот, изначально экономические да, вопросы, потому что потом юридические. начинается, когда уже доходит до деления прибыли, а я как бы вот столько делаю, а ты вот столько делаешь, мне столько положено, тебе столько положено. И вот здесь в основном на этапе уже в процессе деления как бы вот начинается разногласие, и это основная причина. Деньги, Деньги, конечно. прибыль. Деньги. А ценностные какие-то бывают истории, когда не сошлись по взглядам, скажем так? То есть человек видел одним образом построение бизнеса, да, его функционирования, у кого-то какие-то другие Однозначно. моральные, этнические и этические принципы. Однозначно, да. Также, может быть, например, они начинали, у них было, ну, как бы просто, когда начинали проект, были одни взгляды, да, потом один человек изменился, начал по-другому как-то на все это смотреть, к примеру, там сеть продуктовых магазинов, да, тоже продажа спиртного, да. Человек стал верующим, для него это уже стало неприемлемо, он не готов дальше этим заниматься, второй не поменялся, да. То, естественно, как бы, ну, здесь никакой точки соприкосновения не может быть, поэтому такое партнерство, оно обречено, если... Ну, или На тот провал. должен откатиться, или этот второй должен поменяться. Кто-то Другого нет. наступить должен. Да. У меня к вам будет буквально большой и длинный вопрос с такой длинной подводкой. Почему? Потому что, ну, я, как всегда, фиксируюсь на обществе, и мне важно понимать вообще, что и как влияет на наше общество. В некоторых обществах экономика является, или содержание экономических каких-то процессов является таким, знаете, следствием каких-то культурных кодов, культурных, ну, скажем так, культурных процессов. Да? И это определяет содержание экономики, это определяет вообще успешность или неуспешность каких-то бизнес-проектов. Да. Принято считать, есть такой философ Макс Вебер, он в свое время написал труд про протестантизм и дух капитализма. И вот он считает, что религия, в данном случае протестантизм, во многом определяет успешность этих стран, а это вот все сегодняшние успешные европейские страны. Почему? Потому что есть особое отношение к труду. Труд воспринимается как благо, труд воспринимается как путь к какому-то своему другому, иному духовному состоянию. Да? Это такой путь успеха и познания, скажем так. А в католицизме, например, это другая история. Да? Труд воспринимается как наказание за неправедный образ жизни. Именно поэтому на определенном этапе католические государства, или там, где исповедовался католицизм, был не очень успешен по сравнению с протестантизмом. Как обстоят дела и отношение к этим категориям, к труду, к успеху, к богатству в исламе? Да? Как ислам интерпретирует эти отношения? Что можно ожидать от мусульманина в этом смысле? То есть быть успешным, что значит для мусульманина? Ну, если мы сравним исламскую позицию с христианской, да, в христианстве, ну, в частности, протестантизм говорит о том, что если ты богат, значит, Бог тебя любит. Да? Это не соответствует исламской концепции понимания. В исламе Бог тебя любит, точнее, любовь Бога проявляется в том, что Он тебе дарует мудрость и понимание религии. То есть говорить о том, что вот человек богатый, этим самым проявляется любовь Бога, нет. И в богатстве есть благо, если им человек правильно распоряжается во благо. И в бедности есть тоже мудрость, в терпении. Если человек терпит испытания, которые ему преодолены, то получает соответствующее вознаграждение. Касаемо труда. В исламе труд, он
очень важен. То есть человек обязан, то есть это фарт для него, работать, обеспечивать свою семью. То есть за это он будет спрошен. То есть каждый человек является пастырем своей паствы, в первую очередь семьи, и он в ответе за свою семью. Естественно, если он не будет трудиться, не зарабатывать, он не будет выполнять свою основную функцию. Плюс мы здесь возвращаемся к тому, что роль мужчины в семье, да, то есть она сейчас у нас вот мужчина, женщины как бы начинают тоже активно включаться в это, трудовые процессы, да. То есть если как бы мужчина отходит от то есть, трудовой деятельности, да, перестает зарабатывать, содержать Мы не свою избежим семью, гендерного вопроса, да, я так тот чувствую. Да? статус сразу понижается, да, его как бы как кормильца, главы семьи и так далее. К богатству, отношение к богатству. Отношение к богатству. Богатство в исламе не порицается, оно не порицается, потому что через богатство ты можешь делать много вещей, которые связаны с религией. Например, хадж. Ты можешь его сделать, когда у тебя есть нисаб, то есть определенный достаток. Ты закят, он связан в первую очередь, это налог с имущества. Ты можешь его делать, когда у тебя тоже есть определенное богатство, да, как его садаха, да, то есть давание милостыни, да, ты тоже его даешь, когда у тебя есть какое-то там какие-то благотворительные проекты, да, там строительство мечетей, дорог, печатание книг, создание сайтов и так далее. Это все, на все это нужны деньги. Конечно, ислам не против того, чтобы были богатые. Единственное, богатство, оно как? Это тоже испытание. И то есть богатством нужно еще правильно распоряжаться. Да. И в этом основное испытание, чтобы у человека, у кого есть богатство, у него больше возможностей и больше соблазнов. И ответственность. И ответственность. Спрос. Да, и спрос, соответственно, будет больше. Даже в хадисах приходится, что богатые люди зайдут в рай позже. Из-за чего? Потому что у них как бы больше за что есть отчет вести, да, чем у бедного. То есть у него... Соблазнов больше. Абсолютно верно. Вообще говоря об исламе в том числе и о, знаете, нашей вот этой вот культурной традиции участия в решении каких-то проблем, да, я сейчас имею в виду предпринимательство, да, благотворительность, пардон, которая подразумевает и, в общем-то, продиктована определенной нашей и культурной, и религиозной традицией, да, мы как мусульмане обязаны давать там закят, да, часть каких-то своих доходов, и в то же время мы добровольно абсолютно мы делимся своими доходами в пользу какой-то, нуждающихся людей, либо какая-то проблема, садаха, да, то самое. Да. То есть культура садаха, назовем это так, да, она у нас, в общем-то, очень хорошо развита. Да. Я уже не раз говорила про феномен благотворительности в наших выпусках. Но при всем при этом как бы у нас хромает история с обязательным, да, там, налогообложением, условно скажем. Да. Как вы для себя объясняете эту историю? И вообще нужно ли это проговаривать? Время ли таких разговоров? И вообще вот феномен и садаха, и закят. Ну, здесь вопрос в первую очередь с образованностью, с недостатком знаний. В первую очередь с этим связываю. Если мы говорим о садаха как таковом, во-первых, возвращаясь к вопросу предпринимательства и вообще заработка как такового. Заработок человека, если он не дозволен, то и как садаха он тоже не может давать его. То есть он даст эти деньги, но дело в том, что не зачтутся ему как садаха, если они были заработаны недозволенным способом. Например, он путем мошенничества их заработал, путем обмана какого-то человека, да, там, скрыл недостатки при продаже автомобиля, грубо говоря, заработал эти деньги, да, и он хочет теперь садаха дать. Он дает с намерением садаха, но дело в том, что они не зачтутся ему как садаха. Вот в чем дело. То есть здесь мы говорим о важности именно честного, благого заработка в деле предпринимателя, даже с учетом этой темы садаха. Теперь возвращаясь к вопросу закята. Да, у нас есть эта культура садаха, благотворительности и так далее, но люди, как бы садаха, это является как бы желательным действием, а закят обязательный для каждого человека. Люди не выполняют обязательное действие, выплате закята, да, но совершают, я как бы не порицаю, это хорошо, да, это хорошая традиция, богоугодное дело, но в первую очередь мы должны как бы выполнять обязательно то, что от нас требуется. Это как вот с байрам намазом. То есть байрам намаз у нас это сунна, то есть это как бы... А пятикратный намаз, он является фардом, обязательным. Да? Но у нас все ходят упорно на байрам намаз, а пятикратную молитву оставляют. То есть вот то же самое. Как бы, это все из-за необразованности, к сожалению. Вопрос, если мы теперь возвращаемся к садаха,
Это, ну, может, не очень популярная будет информация, но человек, который не выполняет свою обязанность по выплате закята, есть вопрос вообще к принятию его садаха тоже. То есть если он не выполняет фарт с выплате закята, да, принимается или нет его садаха как садаха. Добровольный взнос, да? Да, перед Аллахом тоже вопрос. Поэтому у нас это как? У нас чувство эмпатии, вот этой взаимопомощи развито среди народа, да, и поэтому там, когда что-то видим, какую-то ну, боль или несчастье, проблему у человека, да, мы всячески рефлексируем, да, и пытаемся как-то отреагировать, да, но это все как бы, ну, ежеминутное, да, вот, ну, сейчас ему как-то на душе у него эмпатия есть, да, у него там расположение есть, он сейчас как бы помог, да, а завтра может у него не быть, он не помог, да, не отрефлексировал. И как бы это все от эмоционального состояния тоже человека зависит. Другое дело, когда мы говорим о системности, да, вот этой у нас не хватает, к сожалению, каких-то вот проектностей. А проектность подразумевает это постоянную какую-то работу в этом плане, да, и ежемесячную, ежедневную, давание себе отчет, что я сделал. Можем взять пример премию по литературе, да. Я считаю, это как бы, ну, хороший социальный проект, и он постоянен, то есть он как бы, ну, постоянно требует каких-то ресурсов, какое-то внимание. Вот такие вот как бы проекты социальные, садаха, да, но это тоже садаха. То есть человек как бы от себя отдает на развитие, как бы повышение знаний в обществе, да, то есть книгопечатание это все-таки повышение уровня образованности населения, да. Вот в этом плане и эти дела, они более продуктивные, как я считаю. То есть лучше постоянно, но по чуть-чуть, чем одномоментно, но одноразово, но даже много, да. То есть эффект и результат не такой. То есть еще если мы возвращаемся к вот этому эффекту садаха, он в основном направлен там, я смотрю, куда это лечение больных, там у кого-то там дом сгорел, надо построить дом или там построить мечеть, но, к сожалению, ну, может быть, это сейчас будет цинично звучать, мы всех больных не вылечим. Ну, сколько бы мы там ни собирали в народе, все равно будут каждый день появляться новые больные, эти больные как бы тоже будут. Все дома мы всем тоже не построим, да, но вот эти, если каждый для себя, это уже больше обращается к предпринимателям, да, то есть он какую-то нишу выберет, да, и будет в ней как бы целенаправленно как-то вот прикладываться, да, уделять туда внимание, ресурсы, то эффект будет в плане масштабе общества будет больше. Ну, это мое мнение, как бы я так считаю. Прежде чем, скажем так, вернуться к нашим дням, что называется, да, я анализирую вот эти вот исторические процессы, которые там с нами произошли там, за последние, условно, 30 лет, и я понимаю, и мне, скажем так, очень нравится, что вот бизнес, в отличие от других сфер, там, социальных, политических и так далее, он, скажем так, успешно конвертировал тот опыт, который у нас есть, национальный исторический опыт, да, например, умение выживать, конвертировал в креативность, в инновационность. Но, скажем так, наше недоверие к каким-то институтам конвертировал в умение самоорганизовываться, да, и что-то там складывать, какие-то партнерские отношения. Да. И мне кажется, что остальные сферы в этом смысле проседают, условно говоря. Как вам кажется, насколько моя гипотеза верна, насколько я близка вот к реальности в этих своих наблюдениях? Но мы как общество находимся все-таки в рамках некоторого а-ля политик, да? И просто в некоторых сферах нам как бы дают возможность развиваться и что-то делать, а в некоторых, возможно, не дают. И отчасти этим тоже диктуется там, где мы успешны, что-то у нас получается, а что-то нет. Может быть, там уже мы хотим, но вопреки что-то. То есть это не от нас зависит? Отчасти от нас, но этот фактор тоже не стоит. Иногда он просто является решающим. Да, внешний фактор. А вообще наблюдать за тенденциями, насколько это важно для предпринимателя?
Важно очень. Да, И во всех сферах. То есть не только экономика, культура, религия. То есть это куда идет общество, куда идет рынок, какие изменения происходят. Потому что это то, что, возможно, повлияет на твою сферу завтра. Да? Может кардинально все изменить. Например, вот если мы отчасти возьмем религию, да, то есть повышение религиозности в обществе ведет к тому, что идет увеличение сегмента халяль, свадеб. Да? То есть уже для человека не приоритет, чтобы там на столе стояло спиртное, да, он наоборот хочет там более халяльное какое-то мероприятие, да, то он уже выбирает заведение соответствующее, да. Это опять-таки, религия и изменения в обществе, да, уже влияет на бизнес. То есть предприниматели постоянно должны, конечно, фиксировать это, обращать на это внимание. Это один аспект, да. Вообще деньги — это соблазн, как по-вашему? Деньги соблазн, конечно, да. Это испытание. Как вы боретесь с этим испытанием? Религия помогает. Есть много примеров наших праведников, наших ученых. Они все были аскетами. То есть говорить, даже вот если мы возвращаемся к тому, что любовь Бога в богатстве, наши ученые, наши алимы, они все были аскетами. То есть праведники наши, они не были не купались в богатстве, то есть в роскоши в какой-то. Нет. Вели обычный образ жизни. То есть, и что мы можем сказать о них, что Бог их меньше любил? Нет. Раз уж вы затронули гендерную тематику, я не могу тогда вам не задать точнее вопрос на эту тему. Да? У меня есть ощущение, что крымско-татарский бизнес все больше и больше становится с таким женским лицом. Да? Можно спорить по поводу, почему это так, да? Это тенденция, либо это просто мое наблюдение, потому что социальные сети сегодня, они становятся одним из инструментов продвижения бизнеса, да? И, скажем так, женщинам комфортнее быть в центре внимания, нежели мужчинам. Некоторым мужчинам и некоторым женщинам, да, комфортнее быть в центре внимания. Вы как предприниматель, вы как человек, который варится в этом казане бизнеса, да, вы наблюдаете эту тенденцию, и как вы относитесь к тому, что женщины стали более активны? Мы как крымское общество, мы все-таки варимся в общем котле мировом, да, и мы не КНДР, который отделено информационным занавесом, не участвуем во всех этих процессах. Нет, все эти тенденции общемировые также влияют на нас, как и на другие народы мира, да, поэтому тоже феминизм, глобализм, мы также ему подвержены, как и все остальные. Мы не исключение, мы не какие-то уникальные, такие же люди, как и все. То, что у нас больше женщин стало участвовать в бизнесе, предпринимательстве, это отчасти также, как вы сказали, влияние социальных сетей, в том, что пропагандируется сейчас я сильная, независимая, я все добьюсь сама, мне никто не нужен. У него есть и хорошие, и плохие стороны, да. То, что женщина работает, зарабатывает, помогает тем самым семьей, это хорошо, да. Это не противоречит исламу, все, что она заработала, более того, просто все, что она заработала, это ее деньги. То есть она может это даже не в копилку семьи, да, она может тратить чисто на себя. Это не является ее обязанностью. Да, это и не является ее обязанностью. Плюс того, это все, что она заработала, это чисто ее деньги. То есть муж не имеет, ни отец, никто не имеет права на ее заработанные деньги. Но здесь какой момент возникает? Когда женщина начинает зарабатывать больше мужа, то есть здесь возникают уже проблемы. Когда она, это проблема женщины или проблема мужа? Я думаю, проблема мужа уже начинается. И этот концепт «я сильная, независимая», в принципе, когда она чувствует... Потому что деньги — это сила, это элемент влияния. И когда муж отчасти лишается этого момента, да, то ему как-то, я не знаю... Дискомфорт, да, возможно, возникает. И из-за этого, возможно, семейные какие-то проблемы. Давайте зафиксируем. В вашей, скажем так, концепции морально-нравственной, я сейчас так условно это называю, конечно же, да? Деньги являются одним из инструментов контроля, скажем так, да? Абсолютно верно. Да, вы считаете именно таким. И это единственный инструмент? И вообще мужчина, он должен, обязан или как контролировать? Что вы вкладываете в это понятие?
Мне просто интересно вообще, как это работает для человека, который, ну, я прежде всего с вами общаюсь как с предпринимателем, да, прежде всего, поэтому вы создаете бизнес, и Аллах шукур, он у вас успешен, я надеюсь, так и будет все продолжаться. Как вы выстраиваете, вы женаты, кстати? Да, у меня 3 детей. Машалла. Как вы выстраиваете вот, отношения в семье в этом смысле? Ну, у меня супруга не работает. В принципе, нету надобности, ну, в этом. И если она захочет работать, то есть я не буду против. Но эта работа, она не должна быть в первую очередь в ущерб семье. То есть от этого не должны в первую очередь страдать дети. То есть их там воспитание и так далее. То есть если она будет с утра до вечера на работе, меньше проводить с детьми, то как бы тоже не совсем. А если ей хочется реализоваться? Мы сейчас говорим не о вашей супруге, а вообще о женщине, да, у которой есть амбиция, я не знаю, в чем угодно, да, есть желание реализоваться в какой-то сфере, и самое главное, есть потенциал. Как ей быть в этом смысле? Ну, в принципе, это можно все обговорить, договориться. Я думаю, в этом нет проблем. То есть, Вообще, как мужчины относятся? Вы же общаетесь вот в мужском кругу обязательно. Ну, у нас у женщин есть свои компании, где мы обсуждаем много разных вопросов. Да. Я уверена, что мужчины тоже обсуждают не столько семейные, сколько вообще свой статус, да, и свое поведение. Да. Как вы относитесь к тому, что в наших мужских кругах, к тому, что женщина самореализуется и становится успешной? Как это воспринимается с мужской точки зрения? Это воспринимается нормально, но до тех пор, пока они воспринимают друг друга как партнеры, а не как конкуренты. Вот когда они начинают друг друга воспринимать как конкуренты уже внутри семьи, вот тогда начинается проблема. А когда вот переходится эта грань, это тяжело мне сказать. В какой-то момент она просто может перейти. Это тонкая грань. Да? То есть вы партнеры, вы вместе что-то делаете, да, там, для общего блага, для блага семьи, да, но потом дети вырастают, уходят с гнезда, да, а все так же что-то делаете. Я не знаю, как это происходит, но как-то этот механизм иногда ломается, да, когда из партнеров переходит в конкурентов. Да. Продолжая тему наших мужского, женского бизнеса, скажем так, да, смогли бы вы иметь, скажем так, партнерский бизнес с вашей супругой? Ну, такое у нас экспериментальное поле. Попробуем пофантазировать на эту тему, несмотря на то, что у вас супруга занимается домашними делами. Если мы говорим о моей супруге, то в партнерстве с супругой нет проблем, но если мы говорим о другой женщине, да, то здесь уже наступают некоторые нюансы. Партнерства есть тоже разные формы. И если мы говорим о партнерстве в рамках объединения капитала просто, это один вид, да, то есть это допустимо. Но если мы говорим об объединении компетенций, да, то есть разных людей в одном общем деле, то здесь уже подразумевается постоянный контакт и взаимодействие, да, с этим партнером. То здесь уже проблема. Проблема в чем? Ну, для меня конкретно, я человек соблюдающий. Здесь вот в плане исключения лишний раз контактов с противоположным полом. Мне вести партнерские отношения с этой точки зрения с мужчиной было бы более комфортно и правильнее. Да. Это означает, что есть ограничения по бизнесу, по ведению бизнеса и вообще масштабированию такого бизнеса для предприятия, во главе которого стоит женщина. Ну, допустим, если она создает этот бизнес в рамках крымско-татарского общества, и эти правила у нас работают плюс-минус. Тяжело сказать. Ввиду того, что у нас сейчас, как я изначально говорил, это среди крымских предпринимателей, бизнесменов религиозность не сильно развита. То есть мы говорим о единицах, да. Поэтому на данный момент я не вижу вообще такой проблемы для масштабирования, увеличения и так далее. Я ж не просто так задаю эти вопросы, да, почему? Потому что, с одной стороны, мы действительно наблюдаем вот это рост такой активности бизнесовой среди женщин, и успешной достаточно, да, и рано или поздно мы где-то придем к тому, что нам придется давать ответы, да, на эти вопросы. Как создавать успешные проекты и при этом не нарушать ничего и не создавать некомфортных ситуаций. Вообще о нормах в исламе, да, какие есть правила для тех, кто занимается бизнесом и соблюдает ислам. То есть это как-то определяет наш крымско-татарский бизнес, либо мы действуем по общепринятым нормам?
Да, скорее всего, да. На самом деле просто число соблюдающих именно религиозные предписания и правила, оно очень ничтожно, очень критически мало среди крымских бизнесменов. И сказать, что оно сильно прям влияет, должна быть критическая масса, чтобы оно влияло. Ну, тенденция есть. Ну, так, чтобы прям вот так все глобально было, я пока не вижу. Наше общество очень сильно меняется, и мы все больше и больше, скажем так, пересматриваем свои какие-то нормы и правила, ну, как и частной жизни, так и такой социальной, общественной жизни, да, и ислам здесь играет немаловажную роль. Я помню, скажем так, быт и жизнь нас там на заре 90-х, да, где, ну, привычное празднование, да, и культура поведения, она была совершенно другой, да, и сегодня мы стали, я не могу сказать, что мы стали соблюдающими, да, но для нас эти нормы ислама все больше и больше имеют значение, как мне кажется. И я замечаю, что среди молодежи, там, 20+, этот фактор тоже имеет значение, да, и мы сейчас не только про алкоголь, мы сейчас говорим вообще про правила поведения, да, неважно, здесь мужчины, женщины, или, а в целом, как вот мусульманина, как общество, которое соблюдает ислам, да, является мусульманским. Насколько это отражает, скажем так, взаимоотношения в целом в бизнесе, насколько это отражается в целом в обществе, да, то есть вот вы замечаете такую, скажем так, оптику, у вас есть такая, нет? Ну, то, о чем вы говорите, что изменение ценностей вот этой базы, приоритетов, оно есть, но я бы не сказал, что оно такие глобальное. Ну, видимо, в тех кругах, в которых вы общаетесь, вы наблюдаете эту картину, да? Но если мы, например, отъедем от Симферополя, там, в степные части, в села, ну, там не будет такой там картины. Другая картина? Там другая картина, да. То есть у нас здесь в городе еще более-менее как-то все кипит, какой-то обмен коммуникации, что-то там движется, развивается. Ну, в селах ситуация не такая радужная. А если мы ее в общих чертах обрисуем? Какой-то застой, моральное какое-то вот разложение. Я вот в селах вот вижу. С чем связываете вот такое состояние в селах? С чем связываю? Не знаю, там быт определяет сознание, наверное. Экономические показатели. Да, видимо, да. Депрессивность регионов. Да, эти села у нас, к сожалению, не загибаются, и с каждым годом все хуже и хуже. Там дороги где-то сделали, ну, особо там рабочих Сознание мест нету. это не поменяло. Да, все так же. Как бы. Наше изменение ценностей будет ли влиять на бизнес, однозначно будет, потому что ценность — это вопрос приоритета, вопрос важности для тебя того или иного. И в зависимости от ценностей человек будет выбирать тот или иной продукт или пойти в ту или иную организацию. Например, у него будет два рядом магазина, да, в одном будет спиртное продаваться, в другом нет. Если он, как бы, у него ценность, что спиртное — это, ну, не благо для общества, да, он пойдет в магазин, который без спиртного, да, чтобы это своего рода поддержка, потому что клиент голосует рублем, да, ты поддерживаешь этот бизнес, своего рода способствуешь развитию или выживанию того или иного бизнеса. Поэтому, естественно, ценностное изменение в структуре общества влияет и на развитие той или иной бизнеса. Вот у нас есть много проектов, даже у меня на районе есть 2 магазина халяльные, без спиртного, и один магазин со спиртным. Да, и те, которые без спиртного, они прекрасно себя чувствуют, прекрасно работают, никаких проблем. Правда, мы живем в районе компактного проживания крымских татар. Как это будет в районе не крымского, я не знаю. Ну, вот по моему району я как бы вижу. Но у меня есть другой пример, тоже моего родственника, он с Севастопольского района. У него тоже продуктовые магазины, мы поднимали с ним этот вопрос. Он говорит, у меня 90% населения там русские, да, ну, славяне. И если я, говорит, уберу сейчас это, то они просто не перестанут ко мне ходить. То есть у него вот этот фактор выживаемости, да, говорит, у конкурента будет, у меня не будет, говорит, я просто, ну, обанкрочусь. Как в этой ситуации то решать этот вопрос? Каждый для себя делает выбор. Каждый для себя, да. Как бы. Если мы так нарисуем общий портрет крымско-татарского предпринимателя, какие бы вы черты выделили в этом портрете?
Тяжело сказать. Все мы разные. У всех Ну, в плюс-минус сильные, в целом, слабые стороны. где мы похожи друг на друга, где мы отличаемся, в чем мы отличаемся. Я бы, честно говоря, не выделял бы какого-то крымского предпринимателя, что он сейчас просто какой-то особенный. Мы никакие не особенные, честно говоря. Мы Банальные. такие же. Да, мы обычные люди, такие же, как все. Сказать, что мы там что-то... Нет. Есть хорошие люди, плохие люди, добропорядочные предприниматели, там, справедливые, несправедливые, честные, нечестные, там, как и в любом обществе. Не сказал, что у нас какие-то есть особенности. Ну, я тут, знаете, про особенность, про креативность, наверное, да, про еще какие-то наши дополнительные фишечки, которые нас отличают. Айдарбек, очень часто, ну, скажем так, бизнес измеряют абсолютно материальными критериями, его успешность, точнее, да, измеряют материальными критериями. Для вас эта матрица, эта схема рабочая, то есть вы тоже измеряете свой успех вот, материальными, финансовыми показателями? Нет, здесь вопрос, в первую очередь, ценностей и приоритетов. Если то есть вопрос больше не сколько, а как. То есть если говорить обо мне лично, то есть для меня важно не количество заработанных, да, денег, а то, как они были заработаны. То есть если они были заработаны то есть благим как бы, методом, да, то это успех. То есть, для всех пусть будет это немного, пусть будет мало, но если они заработаны благим способом, это успех. Для всех ты никого не обидел, никого честь не заделал, то есть справедливо по отношению к своим сотрудникам отнесся, да, там, вовремя зарплату им выплатил, то есть они довольны, работая в твоем предприятии. То есть партнеры, с которыми ты работаешь, они довольны твоим сотрудничеством, да, с тобой, да. Вот это успех, мне кажется. Такое правило для всех работает? Я имею в виду ценности плюс материальные какие-то показатели. Я не знаю, я могу про себя говорить. Да. Понятно. У вас весь бизнес построен на этих правилах. Я не вижу среди продавцов женщин. Это тоже правило? Конечно, бизнес — это по-любому, ну, в любом случае отражение какого-то мировоззрения этого предпринимателя, что он проецирует на бизнес свои ценности. Здесь еще, знаете, какая вот последняя тенденция? Вот учиться не надо, ничего не надо учиться. Вот эти все миллионеры, они вот 3 класса не закончили, стали такими богатыми. Это очень опасная сейчас тенденция, я хотел бы тоже об этом сказать. Надо учиться, надо постоянно что-то узнавать, что-то новое изучать. Вот те примеры, на которые обычно ссылаются молодые, что вот он там вырасту, стану богатым. Даже университет не закончил, вот он там миллиардером стал, это единицы. Ну, то есть есть такие люди, действительно, они там, ну, у них от рождения дано, у него такие способности, да, но они вложены в него изначально. Но это 1 на миллион, там, ну, у нас что там, все Илон Маски становятся? Нет. Ну, Илон Маск имеет образование, на секундочку. Ну, я просто привел, я имею в виду, у нас все такие миллиардеры, что ли? Нет. Ну, основная часть — это люди, которые просто упорно, там, с терпением трудятся каждый день. Да, но для этого, чтобы делать свою работу эффективно, тебе нужны знания. И знания в разных сферах, областях. Мы с вами говорили чуть раньше про портрет крымско-татарского предпринимателя и вообще крымского предпринимателя. Можно ли сказать, что вот одной из таких черт, не для всех, но тем не менее, отсутствие желания, скажем так, расти? Расти не в плане денег, да, и масштабирования бизнеса, а расти в плане образования, в плане развития как личности. Возможно, но это не только к нашим предпринимателям относится. Ну, я же говорю, да. Просто у человека, когда он достигает определенного уровня, то есть в какую-то зону комфорта попадает, он такой, ну, как я думаю, начинает думать, типа, ну, а зачем мне все это надо, как бы мне все хватает, я как бы все свои эти нужды закрыл, там дом есть, работа, ну, машина есть, а там, ну, типа, а зачем мне это? У меня и так все хорошо, зачем там что-то узнавать, что-то читать, чем-то интересоваться. Ну, я не говорю, что у всех так есть, да, но, возможно, такое срабатывает. Понимание, да? Понимание, да. Я не говорю, что у всех. Есть те, кто все равно продолжает учиться каждый день что-то.
Есть еще одна история. На заре, скажем так, нулевых годов очень часто там разные молодежные организации, разные там какие-то проекты приходили к предпринимателям с такими: вот нам для народа, ну, мы делаем там такое-такое мероприятие, нам нужны деньги и так далее и тому подобное. И вот эта история про «миллет и чон» иногда срабатывала, иногда не срабатывала, то есть предприниматели включались, не включались. Насколько я понимаю сейчас, вот это «миллет и чон», оно, скажем так, не самый весомый аргумент. Да? Предпринимателю нужно показывать его выгоду. Вот если давайте посмотрим вашими глазами, да, почему вы принимаете, а я знаю, что вы принимаете участие в разных социальных проектах, почему для вас важно принимать это участие? Ну, я считаю, что действия, они более важны, чем слова. То есть мы все говорим, мы любим Родину, мы там за Родину умрем, Родина для нас очень важная, да, но что мы делаем для этого? Ну, что мы делаем каждый день для Родины? Да? То есть каждый день надо себе давать отчет, вот ты любишь, да, но это все слова только. А что конкретно ты сделал для Родины? Что сегодня, вчера, завтра, что ты будешь делать? Да? Поэтому если там человек говорит, что я люблю Родину, а сам уезжает там за границу на ПМЖ или там видит более там перспективу там заработать что-то там в Дубаях или еще где-то, да, ну, тогда это лицемерие какое-то. Да, я люблю Родину, но я хочу жить в Дубае. Ну просто там комфортно. Ну тогда не говори, что ты любишь Родину. Ты говоришь, я люблю много денег, там красивую жизнь. Тогда так говори, честно. Миссия предпринимателя крымско-татарского, вы могли бы ее как-то сформулировать? И вообще она должна быть как-то в воздухе летать, сформулированным каким-то тезисом? Либо это каждый определяет для себя? То есть это бесполезное занятие, вот формулировать эти миссии и так далее. Ну, миссия однозначно должна быть, но, скорее всего, она у каждого своя. То есть у каждого свои цели, задачи. Миссия может меняться, то есть на один момент она одна, потом другая, как бы тяжело сказать. Айдарбей, финальный вопрос, наверное, даже скорее просьба, не вопрос. Что бы вы хотели, ну, мы все время говорим об обязательствах и обязанностях предпринимателей, да, и как-то у нас много запросов к вам, к предпринимателям, потому что, ну, по большому счету и некому обращаться, да, мы вот, скажем так, одно общество, и мы все друг с другом варимся. Но хотелось бы услышать фидбэк, что называется, да, каких компетенций, может быть, да, каких, может быть, ответов на какие ваши вопросы вы бы хотели услышать от другой нашей части общества. У нас есть интеллектуальная элита, да, у нас есть люди, которые, скажем так, понимают, что происходит в обществе. Вам вот эта вот обратная связь, это нужна, да, и какой бы коммуникации в нашем обществе вам бы хотелось видеть? Нет, то, о чем вы сказали, оно действительно есть. Вот этот про успешный успех среди молодежи особенно развито. И это отчасти влияние вот социальных сетей, к сожалению. Как польза от них есть, так и вред. Вреда только больше. К сожалению, молодежь, она, насмотревшись вот этого успешного успеха, начинает фантазировать, придумывать себе нереальные какие-то вещи. И, к сожалению, все это заканчивается не очень хорошо. Поэтому, ну, пожеланию к молодежи все-таки учиться, больше учиться. И как бы пробовать себя не сразу как предприниматели, да, а сначала пойти куда-то, набраться опыта, как бы попробовать себя где-то, да, то есть это, ну, не зазорно. Сейчас стало зазорно, что вот ты где-то там работаешь на дядю, вот ты такой-сякой. Это вообще неправильная позиция. Как бы. Это все как раз через соцсети почему-то настраивается на молодежь. Да, транслируется, что вот, ну ты, значит, какой-то, ну, лошара, что ли, вот ты работаешь там, ну, это грубо звучит, да, но вот именно вот таким способом это подается. Вот все, ты там работаешь на кого-то, значит, ты такой-сякой, а тебе надо вот все только сам. Нет, ну... Ты должен пройти весь путь. Да, так не становится, то есть нельзя там с 1 класса сразу в 11-й прыгнуть, да, у нас именно так хотят, то есть с 1 сразу в 11-й, ну, и получается, что получается, да. Надо пройти весь путь, то есть набраться сначала знаний, потом пойти на какое-то нормальное предприятие, фирму, получить там какой-то опыт, экспириенс. Потом уже можно что-то пробовать и вот про этот успешный успех. А так можно наломать только дров и принести много несчастья и себе, и семье. И близким. Да, близким. Çok sağ olun Айдарбей.